По последним данным, объем воды в Токтагульском водохранилище составляет 11 миллиардов 670 миллионов кубометров при притоке 198 кубометров в секунду и расходе в 586 кубометров. Для нормального прохождения осенне-зимнего периода необходим уровень воды не менее 16 миллиардов кубов. Низкий объем воды в Токтагульском водохранилище и высокий темп роста внутреннего потребления и, как следствие, нагрузки на подстанции не останавливают бесперебойное электроснабжение населения. В этом году наблюдается рост внутреннего потребления электроэнергии по сравнению с прошлым годом порядка 10%. Это, я скажу, суточное потребление в прошлом году составляло порядка 49 миллионов киловатт-часов в сутки. В этом году порядка сейчас 56 миллионов киловатт-часов в сутки составляет. Это 5-6 до 7 миллионов киловатт-часов в сутки потребляем больше, чем в прошлом году. Тем временем у соседей ситуация не лучше. В Казахстане начались веерные отключения электроэнергии. Как сообщают казахстанские СМИ, главная причина ограничений – дефицит. Так, жители Шымкента несколько дней жалуются на регулярное отключение электричества. Сначала отключали редко, теперь постоянно. И так во многих районах. Ограничения на поставку электроэнергии уже ввели в ряде областей Казахстана. Общий дефицит оценивается на уровне около 600 мегаватт в пиковые часы в ноябре, а в перспективе до 1 гигаватта. Причиной таких расходов называют наступление холодов и развитие майнинговых ферм. Закупать недостающие объемы электроэнергии планируют у России. Дефицит электроэнергии в Кызылорде от 25 до 40 киловатт. Мы вводим временные ограничения. На этой неделе должны добавиться мощности Джамбыльской ГЭС. Перебой с подачей электроэнергии наблюдается и в соседнем Таджикистане. По сообщениям местных жителей, домохозяйства, предприятия и сельские больницы снабжаются электричеством по несколько часов в сутки вечером и ранним утром. Как только начался отопительный сезон, у нас стали отключать свет. Если отключают утром в 9, то только вечером в 9 включают, а иногда даже и на сутки. Многие уже начали использовать солнечные батареи и коллекторы. Также отапливаемся печками. Все это нам объясняют маловодьем. Временное отключение электричества ввели и в Узбекистане. По сообщению Минэнергетики соседней страны, объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизился почти на 23% в связи с маловодьем. В 2019 году выработка составляла 6,5 миллиардов киловатт-часов, а в этом году, как и в прошлом, этот показатель равен 5 миллиардам. Это почти на четверть меньше необходимого объема. Эта проблема не только у нас, но и у наших соседей. Мы общаемся с коллегами, они тоже говорят об энергокризисе. Такая ситуация повторяется каждые 6-9 лет в связи с маловодьем. Это циклический процесс. У нас в Кыргызстане такой кризис был в 2008 году, в 2012 повторяется ситуация и в этом году. Но это не вечная проблема. Воды будет больше в следующие годы. Ситуация этого года характерна для всего Центральноазиатского региона в целом. Энергетики призывают экономить электричество. Алена Смирнова, Улар Кайназаров, ЛТР Ош.